Добрый день, уважаемая Роза Таруколовна. Спасибо, что пришли к нам в студию. Большая честь. Вы были одной из первых, кто в Кыргызстане поднял вопрос о ликвидации дискриминации в отношении женщин. Являлись президентом общественного объединения «Центр помощи женщинам». Какие работы проделаны в этой области? Какова на сегодняшний день роль женщины в современном мире? Да, действительно так было. Во-первых, я сама закончила Кыргызский женский педагогический институт и потом работала там всегда. И вышла на пенсию, и как раз это было время перехода от советской власти, от советской времени к рыночному. И времена были очень тяжелые, люди не были подготовлены к такому переходу. И вот тогда мы увидели, что положение женщин очень сильно ухудшилось. Вообще вот такие напряженные состояния, всякие критические состояния, они очень тяжелее отражаются на женщинах, потому что им надо и за детьми смотреть, и за домом смотреть, и это было очень тяжело. Надо было, чтобы дети продолжали учиться в школе, а время было очень таким тяжелым. Безработица, колхозы все распались, заводы, фабрики закрылись, безработица началась, и людям было очень тяжело жить. И вот тогда женщины с высшим образованием вышли на базар. Просто раньше этого никогда не было. Кыргызы вообще на базар не выходили, а тут вынуждены были. Вышли на базар. Потом началась челночный бизнес. И поэтому, значит, вот мы, увидев такое положение женщин, мы еще раньше видели, как при советской власти, как бы в Конституции было записано, что и мужчины, и женщины имеют одинаковые права. Да, они могли трудиться, учиться, все было отлично. Но единственное, не учитывали специфику прав женщин, специфику ее положения. У нее репродуктивные функции тяжелые, потом исторически сложившиеся обстоятельства, что женщины в доме больше загружены, и поэтому, значит, вот во время вот таких критических состояний надо было женщинам помочь. Мы, увидев такое состояние, мы открыли в 96-м году Центр помощи женщинам. Ну, это были преподаватели нашего вуза, а также женщины-активистки. И нашей целью было облегчить положение женщин. Ну, например, они уезжают в миграцию, не зная, что будет в этой стране, какие там законы. Уезжали, и некоторые попадали в очень тяжелые ситуации. Поэтому мы проводили семинары, обучение для женщин, которые уезжали за границу, объясняли, что надо знать их законы. Ко мне однажды пришла одна женщина и говорит, что родители одной девушки обратились, а она челночным бизнесом занималась, в арабские страны ездила, и говорит, ко мне ее родители одной девушки обратились, вот она вышла замуж в ту страну, куда она ездит, и они никаких вестей не могут получить от нее. Ну, они дали адрес, она говорит, я приехала в эту страну и связалась с ней и поехала к ней домой. Это, говорит, во-первых, это пустыня, песок, такой домик маленький, там, значит, однокомнатный домик, там все в одной комнате, и вот очень тяжелые условия. У нее уже ребенок был. Я, говорит, ей сказала, почему это сидишь здесь, уезжай в Кыргызстан. Она говорит, по законам этой страны
как только я вышла замуж, я становлюсь гражданкой этой страны. Ребенок, родившийся в этой стране мой, он тоже гражданин этой страны. И я не имею права выехать без разрешения вот, его родителей и его. То есть девушки, не зная законов, не зная положения в тех странах, попадали вот в такие ситуации. Это с одной стороны. С другой стороны, были раньше же земли были колхозные, а колхозные земли теперь распределили, дали большие участки каждой семье, в зависимости от количества членов семьи. И на большой площади надо было заниматься вот выращиванием сельхозпродуктов. И, значит, они еще, ну, как бы не имели опыта. Раньше было всего 30 сотых, а тут гектарами. И тогда мы открыли им курсы по агробизнесу. Ездили по областям, проводили обучение крестьян. И потом мы стали проводить гендерные школы. Ну, гендер – это равенство прав и возможностей мужчин и женщин. Равенство прав везде есть в Конституции, а вот возможности разные. Женщины не могут использовать те права, которые им даны, потому что они загружены, у них такие функции. И поэтому мы стали проводить обучение в этих гендерных школах, написали учебник для гендерных школ. Мы стали добиваться, чтобы женщины могли участвовать на уровнях принятия решений. Почему? Потому что, например, Жогорку кеңеш, состоящий только из мужчин, он не может разработать законодательство так, чтобы интересы женщин тоже были решены. Не потому, что они плохие или безграмотные, а потому, что они, вот, потребности мужчин и женщин разные. И поэтому вот надо сделать так, чтобы женщины тоже участвовали на уровнях принятия решений. Надо, чтобы не менее 30% депутатов были женщины и в Жогорку кеңеше, и в местных кеңешах. И вот как раз вот эти 30% квота, она была достигнута в основном вот нашей организацией. Ну, конечно, участвовало много женских организаций. Вот. Ну и каково положение сейчас? Ну, ведь у нас меняется все время руководство страны, и каждое руководство по-разному смотрит на этот вопрос. Некоторые ругают НПО, женские НПО, что они плохие, такие-сякие. Но, насколько я помню, когда вот мы перешли к рыночной системе, мы старались помогать женщинам, девушкам, и никаких каких-то таких отрицательных действий никто не делал. Я не знаю, почему-то сейчас вот так относятся к этому вопросу. Женщины сейчас, конечно, они работают наравне с мужчинами, и они должны, ну, в общем, надо, чтобы учитывалось состояние и специфика прав женщин, и чтобы они имели возможность использовать те права, которые дает им государство. Вот как вы думаете, положение женщин на сегодняшний день изменилось? Оно отличается от той женщины, которая была в 90-е годы? Я думаю, да. Я сейчас не работаю в этих организациях, но сейчас, по-моему, уже по-другому немного. Вот
действительно сейчас и 30% квота для женщин в Джохорку кенеше, и в местных кенешах даже в этот раз получилось 38%. И ну, говорят, что местные кенеши сейчас гораздо активнее работают, чем раньше, когда женщин не было в местных кенешах. Ну, а положение, ну, тут много всяких других тоже вопросов. Вот, скажем, домашнее насилие, да? Вот с этим тоже есть женские организации, которые борются с этим, чтобы женщины не испытывали насилие в семье. Или, скажем, сейчас вот религия очень сильно входит в быт наших семей. Я обычно не смотрю эти их передачи, но вот однажды решила послушать. И сидит один, там было написано на Аджи, я не помню его фамилию, а вокруг него молодые люди. И они задают ему вопросы, он отвечает. И как раз, когда я включила телевизор, он говорит, мужчина должен иметь 4 жены. И этих жен надо поставить в расписание, когда к какой женщине он пойдет. А женщины не должны проявлять чувство, значит, обиды, они не должны обижаться, они не должны там враждовать с этими соперницами. Женщина должна чувствовать себя счастливой, что она попала в это расписание. И я, увидев это, просто пришла в ужас. Куда мы идем? Мы что, в средние века возвращаемся? Женщина что, какое-то мертвое создание? Она тоже чувства какие-то есть, во-первых. Во-вторых, у кыргызов есть такая поговорка. Күндештің күлі жо. Күндеш – это соперницы. Так вот, соперницы враждуют между собой. Не только сами, даже зола в их очагах, значит, золы тоже враждуют. Вот. Это жизнь. Это в жизни так было, и поэтому так говорят. А тут этот Аджи говорит, что женщина должна себя чувствовать счастливой, что она встала в расписание. Ну и если это будет также продолжаться, и потом открывается медресе специально для девочек, там будут их с 1 класса воспитывать и внушать, что она должна быть 4-й женой, ну, тогда у нас изменится в другую сторону положение женщины. Какое произведение Чингиза Торековича вы больше всего любите? Ну, наверное, «И дольше века длится день», потому что там есть семья Абу-Талипа. И судьба этой семьи, она похожа на судьбу нашей семьи. И когда я читала это, мне казалось, что это вот, как будто бы он же проезжает через железнодорожную станцию и видит своих мальчиков, которые бегают там недалеко от железной дороги, кричит, зовет их. Наш отец тоже был арестован в Москве, и поездом в вагоне, в арестантском вагоне ехал из Москвы во Фрунзе. И там есть станция Маймак. От этой станции наше село Шекер 20 километров. И может быть, я думаю, может быть, он, проезжая через эту станцию, может, тоже кричал, может, звал нас, может быть, думал, что вот я проезжаю рядом и не могу увидеть своих детей. Спасибо большое. Какое жизненное напутствие ваших родителей вы запомнили? Какова роль вашей матери Нагимы Хамзиевны в становлении вас как личности? Ну, наверное, из-за ситуации в семье вот наша мама нам внушала, что надо
учиться, получить образование и быть хорошим специалистом. Не стремиться там стать начальником каким-то высшие эти, значит, если ты будешь хорошим специалистом, значит, тебя будут держать в этой организации, ты будешь работать. Вот. И поэтому вот она как бы, несмотря на всякие эти тяжелые обстоятельства, она всех нас, значит, выучила. Мы все получили высшее образование. Чингис Туракулович, вот, ну, писатель. Второй брат Ильгиз Туракулович геолог. Он академик. Он делал открытие геологии на международном уровне. Сестра моя была энергетиком, одна из первых женщин-энергетиков страны, и я была преподавателем. Ну, вот мы, это все благодаря нашей маме, ее направлению, наверное. Ее роль, естественно, в нашей жизни велика. Было время, когда ей не давали работу, как жене врага народа, и она просила работу. У нее была астма, а в Таласе растили табак, другой работы не было. И у нее, она не могла на табаке работать физически, но она была грамотная женщина, она 3 года училась в медресе, потом закончила русскую гимназию в городе Каракол. Она была стенографисткой, и она работала в учреждениях, делопроизводством занималась. И она пришла вот в Карабуринский, тогда Кировский район, и попросила работу. И она говорит, мне не нужно никакого начальника, давайте я вот делопроизводством буду заниматься. Но этот председатель райисполкома сказал, я тебе работу дать не могу, ты жена врага народа. Вот, а она говорит, ну хорошо, пусть Туракул будет враг народа, я буду враг народа. Ну, у меня 4 детей, а дети тут при чем? Он говорит, ну детей раздай родственникам или отдай в детский дом. Вот. И она тогда сказала, что пока я жива, я своих детей никуда отдавать не буду. И вот она все препятствия, все тяжелые моменты жизни, все перенесла ради того, чтобы всех нас поднять, поставить на ноги. Очень сильная женщина. А ваше полное имя Розетта, почему вас многие называют Розой? Наш отец учился в Москве, в институте Красной профессуры, и туда он взял с собой семью, тогда было 3 детей. А в Москве уже я родилась. Это был 1937 год. Получилось так, что я родилась 8 марта. И отец утром пошел в роддом узнать, кто родился. Тогда еще УЗИ не было. Ну, узнал, что девочка родилась. Пришел домой, а Чингис, тогда 9-летний мальчик, бегал во дворе, играл. Он его позвал, говорит, слушай, у тебя родилась сестренка. Как назовем? Он говорит, Роза. Это он сам рассказывал. Я, говорит, сразу сказала Роза. В то время было в моде имя Роза Люксембург. Это вот Роза Люксембург и Клара Цеткин. Они же вот этот международный день 8 марта добились того, чтобы был назначен День женщин, когда борются за права женщин. Ну, в общем, Роза Люксембург была в моде, и он сразу назвал имя Роза. А отец держал в руках газету «Известия», по-моему, а в ней была статья. В то время в Испании шла гражданская война, и одна партизанка по имени Розетта проявила какой-то
хороший поступок, видимо. И, в общем, о Розетте была вот эта статья в газете. А отец говорит, ну давай назовем ее Розеттой, чтобы она была такой же, как эта партизанка, а так будем называть Розой. И так я в паспорте Розетта Туракуловна. Спасибо большое, очень интересно. Вы считаете себя счастливым человеком? Наверное, да. Несмотря на известную фамилию, вы остаетесь в жизни скромным и непубличным человеком. Каким вы хотите, чтобы вас запомнили? Ну, видимо, как запомнили, как простого человека. Я, чтобы быть публичным или же очень активным, это надо иметь какие-то свойства, какие-то способности особые. Я не считаю себя такой. Какая есть, такая есть. Спасибо. Если можно было повернуть время назад, что бы вы изменили? Ну, наверное, судьба отца. Я бы хотела, чтобы судьба отца была другой. Ведь он сделал очень много для того, чтобы создать, чтобы поднять экономику Киргизской АССР. Вообще, вот люди того времени, это 30-е годы, в 30-х годах, они, вот эти наши лидеры нашей страны, они очень много сделали для Кыргызстана. Известно, что в начале 20-х годов Кыргызстан был самой крайней, самой отсталой колонией царской России. Потом был 16-й год. Восстание 16-го года. Кыргызы потеряли 35% своего населения, 60% скота. Было очень тяжелое положение народа. Потом была революция 17-го года. И пришла советская власть. И вот к этому времени как раз появились лидеры нашей нации. Это Абдыкерим Сыдыхов, Джусуп Абдрахманов, Тыныстанов, Шорохов. Вот. И в том числе Айтматов, Ясинаманов, они как раз в Москве закончили коммунистический университет трудящихся Востока. И они тоже участвовали в создании сначала Кыргызской автономной области, потом Кыргызской автономной области, потом Кыргызской АССР, и потом уже была образована Кыргызская ССР. Только благодаря этому мы сейчас живем в суверенном Кыргызстане. И я хочу сказать, что наш отец и его современники, вот эти лидеры, они создали вот эти условия, чтобы мы могли сейчас жить вот в такой стране. Спасибо. А в книге «Белые страницы. История» вы увековечили память ваших родителей. Она быстро распространилась в народе. Расскажите о создании данной книги. Ну, я сама вообще по специальности физик. Я закончила физико-математический факультет и потом работала на этом факультете. И писала только какие-то научно-методические статьи, и никогда в жизни не думала, что я буду что-то писать. У нас в семье был один писатель, и этого было достаточно. Но судьба отца, она, конечно, всегда жила здесь, в сердце. И дело в том, что когда отец попал под репрессию, а когда его мама приехала на свидание с ним, ей не дали возможности на свидание, а дали ей документ о том, что он сослан в дальние лагеря на 10 лет без права переписки. И мы так и думали, что он где-нибудь в Сибири или на Дальнем Востоке, или где-то на Крайнем Севере, где были все вот эти репрессированные. Прошло 10 лет, его нет. Прошло еще 10 лет, и только через 20 лет, в 1957 году,
пригласили маму, чтобы она узнала судьбу отца. Ну, до этого она писала письма вплоть до Берии, и Чингис Торекулович, когда подрос, уже стал студентом, он тоже с мамой вместе писал, искал отца. И нам дали документ о том, что он реабилитирован в связи с тем, что нет преступления его, совершенного им. И второй документ – свидетельство о смерти. И там была написана фамилия, там, год рождения, место рождения и так далее. И причина смерти неизвестна, место смерти неизвестно. Вот в таком, и причем с грифом «секретно» мы получили такие документы. Чингис Торекулович, несмотря на свой авторитет, на свое влияние, очень много искал это место захоронения отца, но не смог найти. Потом в 1971 году мама умерла, а в 1972 году ей поставили такой памятник, ну такая стелла. И на этом, это Чингис Торекулович сам был, его идея была. Значит, у них фотография была в молодости, они сфотографированы, отец с матерью. Эту фотографию изобразили, их годы жизни, и внизу написано, что и мы не знаем, где похоронен отец, и поэтому будем считать, что он здесь вместе с матерью. То есть и мы так уже смирились, что мы никогда не найдем, где он похоронен. И тут вдруг вот Чонгташское захоронение открывается, и это был 91 год. Это было очень такое сообщение, что даже обвинительное заключение нашего отца, 4 человек, нашли на дне этой братской могилы. Ну, это было такое сообщение, мне было очень тяжело это все перенести. Я очень сильно переживала, страдала, и потом уже пришлось сесть и написать, чтобы оставить детям. Ну, я взяла общую тетрадь, чтобы оставить детям эту историю, чтобы они знали в будущем, чтобы не повторилось такое. И вот я писала эти свои воспоминания, свои чувства, которые я испытываю. И вот в это время... Потом получилось так, что она превратилась в книжку. И вот я потом белые страницы истории. Ну, мне пришлось... Я-то осталась в 5-месячном возрасте от отца. Но есть воспоминания мамы, воспоминания моих тетушек. Они всегда... Но никто из них не узнал, где он похоронен. Они раньше умерли. Потом архивные документы. Ну, в общем, я написала эту белую страницу. То есть изначально вы не планировали? Нет, это просто меня из состояния равновесия вывела вот эта история с раскопки вот этой братской могилы. А вот вы, как уже отметили, вы были 5-месячным ребенком, когда не стало вашего отца. И вот если бы у вас была возможность встретиться с вашим отцом, что бы вы ему сказали? Ну, наверное, вот в этом возрасте я бы ему сказала спасибо за то, что вы тогда создали базу, основу для того, чтобы мы могли создать потом суверенный Кыргызстан, что мы живем в суверенной стране. Это, если бы не они, вот эти люди, которых я перечисляла, не те, вот, которые похоронены на Атабейте и еще в других местах, она сразу создала Туркестанскую АССР. И туда входили все 5 республик наших, и получилось так, что
кыргызы, одна часть была прикреплена к Андижанской области, другая к Бухарской области, третья к Семиреченской области. И не было никакой структуры кыргызской. И тогда вот эти вот Абдыкерим Сыдыков, Юсуп Абдрахманов, Арабаев, Тыныстан, вот эти вот люди стали задумываться, а наши кыргызы, которые вошли в состав тех или иных областей, они там составляют национальное меньшинство, и никому дела нет до их языка, их традиций, их государственности. И вот тогда эти люди задумались, мы что, потеряем себя как народ? И стали они добиваться, чтобы снова объединить, оторвать от них, объединить и создать свою структуру. Они вплоть доходили, ездили в Москву, встречались с людьми, которые решают этот вопрос, писали письма Сталину. И только таким путем они в 1924 году создали первую кыргызскую автономную область, я уже говорила. Потом они в 1925 году Кыргызскую автономную область, а в 1926 году это была Кыргызская АССР в составе РСФСР. И она, очень много было сделано. Экономическое положение страны было очень тяжелым. И вот они, вот первая пятилетка, индустриализация, вот через все это прошли, все это сделали, создали вот эту Киргизскую ССР потом. И вот если бы мы не добились бы этого, то мы бы сейчас были в составе какой-нибудь другой республики. А вот вы сказали уже от имени взрослой Розы, а что бы сказала более молодая Роза своему папе? Что бы я ему сказала? Не знаю, наверное, если детские чувства, то, конечно, он мне снился, несмотря на то, что я его никогда не видела. Мне хотелось, чтобы он меня взял на руки, как другие отцы. Это в детстве, конечно, я бы сказала, что я скучаю, что я хочу видеть его. Спасибо большое. Спасибо за интересную беседу. Было очень интересно.